Альтиевский водозабор – один из самых крупных объектов в системе водоснабжения республики. На площади в несколько гектаров до недавнего времени было 8 старых скважин, из которых работали только 4. На сегодня в рамках модернизации пробурили еще 10, причем эти и в сравнении не идут со старыми. Над каждой скважиной возвели павильон. В нем также располагается все оборудование, необходимое для эксплуатации водозаборного узла. Это насосы, контрольно-измерительные и пусковые приборы. На сегодня уже общий процент выполнения составляет порядка 60%, 302 миллиона. Работы выполнены, в том числе в текущем году 79 миллионов рублей. Выполнены такие работы, как бурение устройства скважин, надскважинные помещения, вот вы их видите, надкаптажные, входной, пропускной пункт, ограждение, устройство колодцев. Сейчас уже идет засыпка колодцев, засыпка пазухов. Завершается работа по прокладке кабелей. Альтиевский водозабор построили в 60-х годах прошлого столетия. Изначально он питал станицу Карабулакскую и город нефтяников Малгобек. Позже распределение изменилось, и к водозабору подключили Назрань со всеми ее округами, Барсуки и Газиюрт. Учитывая, что население муниципалитетов намного больше, здесь около 150 тысяч абонентов, воды не хватает. Поэтому и было принято решение о модернизации. 3 раза увеличилось население в 60-х годах, трубы изношенные. Вот эти каптажи, которые мы добывали воду, они не хватали добычи воды, чтобы обеспечить население наше. На модернизацию водозабора выделено свыше 680 миллионов рублей. На первом этапе более 400 миллионов, на втором порядка 200. Перемены стали возможными благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированный президентом России. Модернизацию начали в марте 2022 года. Она предполагает в том числе и строительство станции очистки воды. Я думаю, что население полностью в следующем году, как завершится вот этот проект города Назрань и Назрановского района, я имею в виду, будут полностью обеспечен водой. Назранский район имеется в виду Барсуки. Барсуки, Газиюрт, ну и часть Плиева. На сегодня без воды остаются несколько сотен домов в Назрани и 4 округов. В основном это новостройки. Таких глобальных проблемных моментов у нас нет на территории города. Порядка 150 домовладений в 3 округах. Это Центральный административный округ, Альтиевский округ и Гамурзийский округи. Так мы испытывали проблемы с отсутствием водоснабжения в тех домовладениях, которые находятся на возвышенностях, так называемом районе за каналом. Это район новостроек. На данный момент, как нам всем известно, работы там ведутся по прокладке трубопровода диаметром 600 мм. Рассчитываем, что вообще проблем на территории города Назрань практически не будет в будущем. Этот трубопровод решит эту проблему. Должна также решиться и проблема выхода из строя насосов из-за перепадов напряжения. На каждом насосе установлена защита от короткого замыкания. Мощность объекта 24 тысячи кубометров в сутки. После запуска водозабора на полную мощность проблем с обеспечением водой больше не возникнет, не считая Малгобека и Малгобекского района. Эта часть республики питается от главной насосной станции в Сунже и водозабора в Кантышево. Вот та самая насосная станция 2-го подъема, о которой часто говорилось. Сюда вода будет поступать за счет работы глубинных насосов 1-го подъема. Здесь ресурс будет накапливаться в 2 больших металлических резервуарах. Каждая из этих бочек может вместить до 400 кубических метров воды. На этом объекте уже готовится к установке насосной станции. Для этого закупили 6 насосов мощностью 250 кубов в час. Каждый агрегат может поднять воду на высоту до 145 метров. Параллельно с работами на этом объекте прокладывают водовод. Начиная отсюда и заканчивая насосной станцией 3-го подъема, что находится в новостройках Альтиева, рабочие уже протянули трубу. Осталось подсоединить ее к 3 резервуарам. И здесь будет строиться вот эта хлораторная установка, вот они подготавливают вот это все, чтобы хлорировать, очистить воду и так далее. Он готовый, вон стоит, привезли его. И насосная станция здесь будет вот перекачивать на 12-ю площадку, оттуда уже самотечно пойдет вода по населенным пунктам. Сейчас они, строители, ускоренно проводят здесь работу. Вот
одну резервуар мы отключили от воды. Сейчас они будут туда вводить эту трубу, чтобы подача, чтобы была подача. Трубу завели, все сделали они. Сейчас вот этот обвязку они делают, трубу, подводящей трубы. Какие сроки? Ну, я думаю, вот до середины, до 15-го, до 20-го они завершат здесь работу. Я думаю, да. Я думаю, но это задание главы республики. Отсюда, прежде чем дойти до потребителей, воду надо перелить в накопители 4-го подъема. Это уже 3-я часть проекта. На этом модернизация Альтиевского водозабора должна закончиться, а вместе с этим и решится проблема с водоснабжением новостроек Назрани, Барсуки, Газиюрта и Плиева. Муслим Ганиев, Султан Магушков. Новости 24.